Недавно избранный президент Молдовы Майя Санду сказала, что в переговорах о приднестровском урегулировании мягкий подход не дал результата. Это не позволило решить конфликт даже на протяжении 28 лет. Вместе послушаем ее цитату. Ми визнали, що Придністров'я є частиною переговорного формату. Ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники. Зокрема, право вільного експорту до ЄС за угодою про асоціацію. Ми підписали понад 300 документів про розв'язання конфлікту тощо, але попри всі ці кроки, наразі ми нікуди не прийшли. І цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати у діях щодо Донбасу. То есть можно ли сказать, что, по сути, целью России является провернуть ту же операцию на Донбассе, то, что она сделала вот в Приднестровье и считала себя вполне успешной? Ну, по-перше, відчувається управна рука Козака, який активно працював над ситуацією в Придністров'ї, який був ініціатором плану Козака у 2003 році для Молдови щодо врегулювання придністровського питання. Цілком зрозуміло, що Росія зацікавлена в тому, щоб тримати і Україну, і Молдову, і Азербайджан з Вірменією на цьому гачку заморожених конфліктів. Єдиний плюс, який випливає з молдовського досвіду, це те, що не тільки для Молдови, а й для ЄС та Сполучених Штатів, які вже є стороною урегулювання у придністровському конфлікті, тобто є спостерігачами у форматі 5+2, стає зрозуміло, що, по-перше, Придністров'я як сторона нічого не вирішує. Тобто те, що Придністров'я отримало статус сторони, в принципі, ніяк не вплинуло на переговорний процес. Придністров'я завжди йде в фарватері Російської Федерації, і це очевидно для західних партнерів. І так, я сподіваюся, вони не вдаватимуться до подальшого нав'язування нам ОРДЛО в якості сторони переговорного процесу. Що стосується того, наскільки м'які кроки в принципі ефективні, у Придністров'ї ми можемо говорити лише про певну, як би це сказати, відновлення довіри між сторонами, яке полягає в тому, що тривалий час не було збройних інцидентів. Тобто там буквально лише один раз стріляв в повітря російський так званий миротворець. От, у нашій ситуації ми навіть про заходи довіри не можемо говорити, тому що ми не припинили вогню, і за умови відсутності припинення вогню говорити про заходи довіри не доводиться. Це суперечить будь-якій теорії врегулювання конфлікту. Дуже дякую вам, пане Сергію. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики Українська призма Чухсаголність, був з нами на прямому зв'язку. Пане Борисе, а вот многие эксперты политики говорят, когда говорят о неком плане «Б» по урегулированию ситуации на Востоке, вот всплывает вопрос возможного введения миротворцев на Донбасс. Насколько это реально? Смотря какие миротворцы это будут и смотря с каким мандатом они туда зайдут. Если это будут российские миротворцы, такие как в Приднестровье, то вот не нужно далеко ходить, нужно посмотреть на то, что произошло в Приднестровье. Легитимизация их условных ОРДЛО, да, и абсолютная заморозка конфликта. Вот, кстати, та же самая госпожа Санду, она как только заикнулась о выведении российских миротворцев, сразу же там и Лавров, и Песков ответили, что ни в коем случае никогда они оттуда не уйдут, потому что понимают, что российская повестка, через миротворцев в том числе, она будет там постоянно. И вот этот вот замороженный рычаг, через который можно всегда расконсервировать, который можно создать проблемы и так далее. То есть, представьте, Россия ведет миротворцев на Донбасс, легитимизация произойдет по сценарию Приднестровья, вот этих ОРДЛО, так называемых, да, и потом откроем свободное перемещение, дадим им там какие-то права, выборы проведем, амнистию дадим. В итоге эти люди начнут свободно перемещаться сюда, уже на неоккупированную территорию, как метастазы, информационная повестка, которая будет продолжать обрабатывать эту территорию, будет проникать сюда дальше.
будут приезжать люди, которые говорят, да там все хорошо, там паспорта, у меня пенсия выше там, и так далее. То есть это все начнет двигаться дальше. В итоге мы потеряем не только там эту часть, но и дальше, и дальше, и дальше. Это поступательный путь в никуда, поступательный путь к разделению Украины, развалу и федерализации, и всему, что из этого может вытекать. Вот вы упомянули заявление Майи Санду о требовании вывести оперативную группу российских войск из непризнанного Приднестровья. И действительно, сразу после этого последовали заявления от Лаврова и Пескова. Я бы даже сказала угрозы, потому что Песков сказал, что это может дестабилизировать ситуацию в регионе. Вместе послушаем его цитату. Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане. Вот победа на президентских выборах проевропейского лидера, победа демократического лидера, лидера демократической партии Джозефа Байдена на выборах президента США, события в Нагорном Карабахе, протестная Беларусь, Украина и так далее. Вот нет ли у вас ощущения, что сейчас идет такое некое давление на Россию со всех сторон, и она, возможно, в какой-то степени не успевает? Поэтому и проморгала проигрыш Додона, как говорят многие эксперты. Ну, знаете, я бы не обольщался на самом деле. Мы все радовались, когда в Армении Никол Пашинян победил, да, и к чему это привело, мы тоже понимаем. Он взял абсолютно пророссийский курс, и, в общем-то, радоваться раньше времени я бы не стал. Посмотрим на первые шаги. То, что Майя Санду уже заявила о том, что хотелось бы убрать российских миротворцев, это позитивный сигнал. Давайте посмотрим, как дальше будут развиваться события у наших соседей. Вот. Что касается победы Байдена, здесь тоже, ну, я бы не сказал, что здесь Россия проиграла. Потому что давайте посмотрим правде в глаза. Да, демократы всегда говорили, что они друзья Украины, но вооружение мы получили при республиканцах, при Дональде Трампе. Если демократы, Байден, будут продолжать вот эту политику помощи Украины и военной помощи в том числе, честь им и хвала. Но Байден, как никто другой, он 6 раз в Украине, кстати, был, как никто другой знает, как устроена Украина, знает, как устроено наше олигархическое общество, знает, где здесь центры влияния и так далее. Поэтому Байден, он более прагматичен, чем Трамп. Трамп уже тогда, когда помощь выделяли, он же дайте Украине эту помощь, но вот пусть отвяжется, грубо говоря, да. Байден более прагматично будет за каждый доллар, за каждую единицу вооружения требовать что-то взамен. То есть вы думаете, что может повториться такой обамовский сценарий по Украине? Ну, Байден, он, конечно, ястреб по отношению к Российской Федерации. Я посмотрел ту команду, которую он собрал вокруг себя. Там с большим внешнеполитическим, дипломатическим опытом в команде у него люди. Но вполне возможно. Обама 2 срока был, говорил, что он большой друг Украины. Вспомните, он хоть раз приехал в Украину за 2 каденции? По-моему, нет.